Отчеты о проделанной работе звучат не только на закрытых собраниях. Прозрачность деятельности становится залогом прямого диалога с населением и способствует эффективному содействию. Городской историко-краеведческий музей находится на пути активной общественной и просветительской работы развития музея. В середине ноября в Государственном Эрмитаже на отчетном собрании в рамках 6-го международного культурного форума, прошедшего в Санкт-Петербурге, Сибайский историко-краеведческий музей вошел в реестр члена Союзов музеев России. Главная цель Союза музеев состоит в том, чтобы объединить усилия членов этого союза для того, чтобы совместно решать проблемы в музейном деле, отстаивать интересы музеев России перед органами государственной власти, ну и все делать для того, чтобы сохранять, изучать и правильно представлять Музейный фонд Российской Федерации, ну и также участвовать в законодательной, правовой деятельности, то есть обсуждать правовые вопросы музейного дела. Из Башкортостана членства удостоились лишь 2 учреждения, в числе которых оказался наш музей. Под эгидой Союза решится ряд проблем, требующих особого внимания. Для дополнительных источников финансирования музей принимает участие в конкурсах на гранты. Такие мероприятия для учреждений культуры требуют к себе определенной градации по направлениям деятельности. Из-за обширной группировки не все организации музейной направленности имеют возможность реализации просветительских, исследовательских и научных проектов. Пока только помощь, оказываемая городским отделом культуры и соцблоком администрации, поддерживает в тонусе развития музея. И мы думаем, что все, что мы там получили, узнали, это будет на благо нашего музея, нашего города. И я думаю, что та деятельность, которую мы сейчас развернули, очень активное участие в различных грантах, проектах, и не зря уже мы получаем поощрение со стороны Министерства культуры. Вот «Исторические тропы», проект, который я разработала, вошел в номинанты на следующий год. Я думаю, что этот проект мы реализуем на улицах нашего города, и горожане об этом увидят. На 4-м региональном форуме, который прошел в Уфе 24 ноября при участии руководителей 75 музеев республики, присутствовали делегаты и из Сибая. На сегодняшний день музеями ведется обширная работа по занесению всех экспонатов в общий госкаталог Российской Федерации. Любой, интересующийся историей страны, города, села, какими-то направлениями литературной мысли, изобразительной, художественной мысли, они могут заглянуть в государственный каталог, найти уникальную имеющуюся информацию и использовать его в своих исследованиях. Городским музеем в этом году был представлен на конкурс «Музей в городе Н» в рамках фестиваля «Интермузей-2017» научно-исследовательский проект «Династии горняков Сибая», получивший специальную номинацию от Союза музеев России. В следующем году выйдет 5-й юбилейный выпуск научного сборника «Краеведческие записки». Мы планируем посвятить его истории нашего градообразующего предприятия, истории БМСК и преемнику, Сибайскому филиалу УГОК. Это и история трудовых династий, и различных отделов, видных руководителей, которые работали на благо процветания нашего города. Будем ждать. Историко-краеведческий музей – одна из тех организаций, которая ведет активную работу в городе сразу в нескольких направлениях. Различного рода акции, которые были проведены в музее в течение этого года: «Ночь истории», «Ночь музеев», «Ночь искусств», культурные акции «Кто куда, а мы в музее», уроки, посещения как наши лагерей, так и детей во время летнего отдыха, наши залы. Все это говорит о том, что создаем не только культурное пространство, расширяем культурное пространство города, но и содействуем социальному сплочению. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.